день, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала, в студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Пешвоми латнулся, Эмомали Рахмон получил статус лидера нации и пожизненные привилегии. В Таджикистане произошло еще одно, уже 14-е по счету землетрясение. Разрушены школы и медицинские пункты, помощь не может пробиться, новые известия из горного Бадахшана. Афганские талибы атаковали аэропорт Кандагара. Почти каждый второй приговоренный к колонии поселению в Кыргызстане находится в бегах. Международный форум мусульманских журналистов осудил действия Таджикистана по запрету оппозиционной партии Исламского Возрождения. Возврат достояния или государственное рейдерство ЦУМ Душанбе государству вернули, а про деньги акционеров забыли. Один из крупнейших заводов Узбекистана уже 3 месяца не платит заработной платы сотрудникам. И вот срочная новость. Эмомали Рахмон все-таки получил статус лидера таджикской нации. Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня приняла законопроект об основоположнике мира и согласия, лидере нации, в котором действующий президент Эмомали Рахмон провозглашен лидером таджикской нации. Эмомали Рахмон не нуждается в пропаганде, давно уже доказано, что он является защитником национальных интересов страны, ее народа и богом наделен талантом быть лидером, руководителем. Наш президент несколько раз на деле доказал, что готов пожертвовать собой во имя Таджикистана, его народа, во имя сохранения мира и стабильности в стране. Далее спикер Шукурджон Зухуров подчеркнул, что принимаемый законопроект послужит объединению народа страны вокруг лидера. Любая нация должна отдать дань уважения своим выдающимся сыновьям при их жизни, заявил он. Зухуров подчеркнул, что принятие аналогичных законопроектов в США, Индии, Турции, Пакистане, Индонезии, Казахстане не ограничили демократию и свободу, а наоборот послужили делу объединения народа в этих странах. Мы знаем, что наши друзья и враги по-разному будут оценивать принимаемый законопроект, но мы убеждены в том, что в Таджикистане он будет воспринят всеми одинаково, как гордость за страну и за ее лидера, сказал спикер. Новый закон, утверждают депутаты, якобы подготовлен по просьбам избирателей. Он определяет полномочия лидера нации, его неприкосновенность после ухода с поста президента, обеспечение его транспортом, жильем, социальными льготами после завершения срока президентства. Даже уйдя с поста президента, лидер нации сохраняет право обращаться к народу республики, принимать участие в работе важных государственных мероприятий и выступать на них. Законом также предусмотрено создание архива, библиотеки и музея лидера нации. Теперь законопроект будет направлен на подпись президенту, то есть сам Рахмон будет подписывать закон о себе же. Вступает в силу новый акт сразу после публикации текста в официальной печати. О том, что дальше, какой сценарий теперь ждет Таджикистан в обозримом будущем, мы поговорили с экспертом Мухаммедом Саляхетдином. К сожалению, опять приходится констатировать, и данный факт, произошедший, также подчеркивает об авторитаризме и диктатуре. А сегодня Таджикистан одна из слабо развитых стран в мире, и диктаторские и авторитарные инструменты, они только усугубляют позиции, ее перспективы этой страны. К сожалению, сегодняшняя таджикская элита, которая находится у власти и во главе с Эмомали Рахмоновым, больше заботится о личном кресле, хотя, может быть, и есть у них определенные заслуги, да, былые заслуги, так скажем. Но в данной ситуации мы видим, что они больше озабочены своими креслами, чем своим народом. То есть данный закон, он явно демонстрирует усиление авторитаризма. А авторитаризм, как я уже подчеркнул, он ведет только к деградации как политической, так и экономической. 63-летний Эмомали Рахмон находится у власти с ноября 1992 года. На выборах 1994 года он был избран президентом Таджикистана. В 1999, 2006 и 2013 годах он был переизбран главой государства, несмотря на нарушение Конституции Таджикистана. Нынешний срок его полномочий завершается в ноябре 2020 года. Впрочем, уже звучат предложения дать ему пожизненные полномочия.
И вот новость в контексте предыдущей. Впервые в России проходит Международный форум мусульманских журналистов. Прибывшие на него около 60 журналистов из 20 стран мира обсудили вопросы противодействия экстремизму, причем не только со стороны СМИ, но и самих государств. На форуме в том числе прозвучало осуждение властей Таджикистана, которые как-то странно, однобоко борются с экстремизмом. Форум «Журналисты мусульманских стран против экстремизма» проводится под эгидой группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Среди обсуждавшегося в том числе сложная обстановка в Центральной Азии. С критикой в адрес властей Центральной Азии выступил бывший посол Ирана в Таджикистане Саид Расул Мусави. Он отметил, что вместо того, чтобы бороться с реальным проявлением экстремизма, некоторые власти центральноазиатских республик борются с исламом. Зачем надо было запрещать умеренную партию исламского возрождения Таджикистана, которая успешно вела созидательную работу, а ее члены многие годы были представлены в парламенте страны, подчеркнул дипломат. Мероприятие, которое сейчас проводится группой стратегического видения России «Исламский мир», оно очень важное, потому что мы сейчас все сталкиваемся со страшной проблемой экстремизма. Она угрожает и России, и Центральной Азии, всему мусульманскому миру, Ближнему Востоку. Сюда съехались журналисты. Ведь индоктринация, вербовка джихадистов, она идет через средства массовой информации, через социальные сети, через журналистов, которые работают на террористические сети, пишут, индоктринируют. То есть СМИ сегодня, информационное пространство, это то место, где идет война. Там идет настоящая война. И в этой войне очень важно, чтобы вот такие вот мероприятия, они как раз укрепляли ту сторону, которая реально может бороться с этой страшной угрозой и противостоять экстремизму. Поэтому важность такой встречи, я считаю, она не подлежит сомнению. Вопрос только в том, чтобы после этой встречи те выводы, те какие-то обмен мнениями, который состоялся, он был бы, так сказать, превращен в какой-то реальный продукт информационный, которого мы все ждем. Его сегодня не хватает. Накануне вечером в Таджикистане произошло еще одно землетрясение силой в 4,5 балла. Это уже 14-й по счету авторшок основного толчка, эпицентр которого находился в Мургабском районе, вблизи Сарайского озера. По прошествию времени масштаб разрушений становится все очевидней. По данным администрации Горно-Бадахшанской автономной области, сейчас попасть на место трагедии невозможно. Испортившаяся погода, сильный снегопад делают невозможным не только доставку к месту автотранспортом, но и вертолетом. В данный момент создан штаб при главе области для оказания помощи пострадавшим. Готов вертолет с продуктами питания, который, как только улучшится погода, вылетит в Бартангскую долину. Пока люди ищут выход из сложившейся ситуации самостоятельно. Местные источники сообщают нашему телеканалу, что люди самостоятельно эвакуируются из разрушенных домов и размещаются в домах соседей или родственников. В администрации уверяют, что рабочие группы для временного размещения людей в общежитиях, школах-интернатах созданы, и как только будет возможно работать в регионе, все необходимое сделано будет. По уточненной информации, 600 домов в области разрушены полностью, еще около 100 получили серьезные повреждения. Среди пришедшего в аварийное состояние школы и медицинские пункты. Погибло 2 попавших под камнепады на дорогах, еще ранено более десятка человек. Президент республики Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с администрациями областей и городов, расположенных в зоне удара подземной стихии, и поставил задачи обеспечить население временным жильем, одеждой, продуктами питания и оказать медицинскую помощь. Комментарий о ситуации в интервью пресс-секретаря председателя Горно-Бадахшанской автономной области Нилюфара Сламшоевой. На данный момент в Бартангское ущелье отправлена вся необходимая рабочая техника. Открытие дороги взял под свой личный контроль председатель области Шадихон Джамшедов. Правительственная комиссия во главе с заместителем председателя области и главой МЧС области присутствует уже на месте и начали работу по эвакуации местного населения. Так как дорога в некоторых местах закрыта, людей приходится выводить до определенных мест пешком. Затем за ними приезжают машины и увозят их в административный центр Рушанского района, в Харок и в Шукнанский район. Сложная ситуация на Сарайском озере подтверждается. Уровень реки Бартанг, который вытекает из него, повысился на 5-10 сантиметров. Новые камнепады в очередной раз перекрыли русло этой реки, из-за чего поток воды увеличился. Кроме того, очевидно, толчки больше сказались не на самом Сарайском озере, а на лежащем также по руслу Бартанга, но чуть ниже еще одном водоеме. Он образовался только в этом году после схода селевых потоков. МЧС республики образовала специальную группу, которая изучит состояние озер после землетрясения.
Но сложность в том, что добраться до места пока можно только пешком. Вертолетам мешает плохая погода, а снег заметал дороги. Местные же жители весьма обеспокоены угрозой прорыва плотины озера Сарес. Многие, опасаясь потопа, проводят ночи вне своих домов. А далее коротко о других событиях Центральноазиатского региона. У берегов Турции в Эгейском море перевернулась лодка с афганскими беженцами. Крушение привело к гибели по меньшей мере 6 детей из Афганистана. Беженцы собирались добраться морем до Греции и отправились в путь на резиновой лодке. Несмотря на плохую погоду, в числе погибших был грудной ребенок. 5 беженцам, в том числе 12-летнему мальчику, удалось пережить крушение. Спасательные жилеты позволили им продержаться в воде до прибытия спасателей. Еще 2 человека, находившиеся на борту, числятся пропавшими без вести. В Карагандинской области Казахстана 7 учеников школы-интерната для детей с задержкой психического развития госпитализированы с отравлением. У детей наблюдается тошнота, рвота, боли в животе и головокружение. У еще 260 воспитанников таких симптомов нет. В настоящее время в столовой интерната работает СЭС. Результаты исследования станут известны позже. Годовой объем коррупции в Кыргызстане составляет около 700 миллионов долларов. Такая информация была озвучена на заседании антикоррупционного совета при правительстве республики. Анджелина Джоли пожертвует доходы от съемок анимационного фильма «Кормилец» на образование афганских девочек. Фильм должен выйти в 2017 году. Главной героиней его является афганская девочка по имени Парвана. Во время правления Талибана отец героини попадает в тюрьму, становясь жертвой произвола, чтобы прокормить своих родных. Парвана идет на хитрость и переодевается мальчиком. Молодожены из Кыргызстана и Таджикистана перешли госграницу над каналом между государствами по водораспределительной трубе, после того, как их не пустили через границу обычную. Кыргызстанин вступил в брак на территории Таджикистана. Жених с невестой из-за каких-то формальностей не смогли пересечь госграницы Кыргызстана и Таджикистана. Находчивые молодожены и друзья жениха не растерялись и нашли выход из ситуации. Границу они перешли по водораспределительной трубе над каналом. Казахстанский футбольный клуб «Астана» сыграл в ничью с турецким «Галатасараем» в матче заключительного тура Лиги чемпионов. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1-1. Ничья отправила «Галатасарай» в Лигу Европы, а вот «Астана» завершила еврокубковый сезон. В казахстанском городе Усть-Каменогорск смелая продавщица не отдала забежавшему в магазин вору деньги. Так как она забыла про все имеющиеся средства самообороны, то просто вцепилась ему в маску и испугала воришку, от чего он спешно ретировался. Накануне группа талибов совершила нападение на аэропорт Кандагара. 10 боевиков радикального движения «Талибан» были убиты во время предпринятой ими атаки на аэропорт Кандагара, где в настоящее время базируются американские и местные военные. Боевики, надев форму сил безопасности Афганистана, проникли на территорию аэропорта и укрылись в одном из зданий. Затем открыли огонь и стали бросать гранаты. Перестрелка длилась несколько часов, все боевики были убиты. Ранено примерно 15 человек, в том числе гражданские лица. Талибы взяли на себя ответственность за нападение. Сайт движения «Талибан» сообщил, что хорошо вооруженные мученики проникли на авиабазу в Кандагаре незамеченными и атаковали оккупантов и наемников. Представитель талибов заявил, что посланные 10 смертников были одеты в форму солдат афганской армии. Аэропорт Кандагара является самой важной правительственной базой на юге Афганистана. Именно здесь находятся американские военные, и отсюда ведется руководство операциями ЦРУ в регионе. За все годы войны в Афганистане эта база ни разу не подвергалась нападению. В Душанбе центральный универсальный магазин, построенный еще в советские годы ЦУМ, решением экономического суда спустя долгие годы вернули в собственность государства. Вернуть-то объект вернули и даже уже переименовали, и даже уже назначили нового директора, только вот о прежних акционерах забыли. В решении экономического суда о возврате средств людям ни слова. Перед акционерами было зачитано решение о возврате ЦУМа государству. Ставшие уже бывшими акционеры магазина категорически не согласны с постановлением суда, который просто-напросто забыл об их существовании. Люди готовы уйти из ЦУМа при условии, что им будут возвращены средства, потраченные некогда на приобретение акций. В 90-е годы, когда очень многие гособъекты приватизировали, на продажу был выставлен и ЦУМ Душанбе. Акции распродавались посредством аукционов в течение 10 лет. Возмущенные акционеры говорят, что тогда многие продавцы, чтобы не потерять
потерять работу, вынуждены были продать часть своего имущества, чтобы приобрести акции. Тогда стоимость акций составляла сумма, равная их двухгодичной зарплате. Сами акционеры оценивают свои акции в более чем 20 миллионов долларов. Во сколько их оценили власти, неизвестно даже новому директору. Причиной передачи ЦУМа государству власти называют неверное оформление при приватизации. Разговор о том, что объект будет передан государству, идет с 2011 года. Акционеры, большинство из которых владеют от 5 до 10% акций, заявляют, что ранее им предлагали деньги за акции, однако предлагаемые суммы были недостаточными. Акционеры уверены, что ЦУМ намерены приобрести лица, которые заинтересованы в том, чтобы завладеть огромным участком земли в сердце столицы Таджикистана. И этот процесс ведется от лица государства. Между тем, властные структуры не раз подчеркивали, что некогда акции были приобретены за ничтожно малые деньги. За это время акционеры не раз окупили затраты. Сейчас же государству необходимо вернуть собственность, которая была ошибочно приватизирована. Бывший генпрокурор, а ныне депутат Аида Солянова заявила, что почти каждый второй приговоренный к общему режиму в Кыргызстане, то есть отбытию наказания в колонии-поселении, находится в бегах. Эти вопросы парламентарии обсудили с главой исполнительной системы наказаний, который пришел отчитываться по факту побега в октябре религиозных экстремистов. Их, напомним, после отлавливали едва ли не полмесяца, при этом были убиты несколько силовиков. У вас более 1000 человек находится в бегах, правильно? Да. Из тех, которые в колониях поселения, это примерно какой процент из общего контингента лиц, которые должны содержаться в колониях поселения? Какой процент в бегах? Это где-то 40%. Ну а зачем тогда это нужно? Кому это нужно? Вот эта имитация того, что имитация общего режима, кому она нужна? Там только коррупция. Пришел, расплатился и обеспечен себе режим колонии поселения, правильно? А все люди в бегах. Практически получается каждый второй в бегах. Кому это нужно? Вообще, мы кого обманываем? Говоря о том, что в виде общего режима что-то должно функционировать, если колонии поселения не функционируют. И СИЗО 50, насколько мне известно, оно сигнализировало о проблемах в КСИН, да, до этого. Именно о своих ключевых проблемах оно сигнализировало КСИН. И какая реакция была у КСИН на эти сигналы? Значит, каждое воскресенье, вот с июня месяца, я имею нехорошую привычку приходить на службу и до 12 часов созваниваться со всеми. В том числе и с Тельтаевым и Машей. Зная о том, что у него там заглушка работает. Это моя беда личная. Я действительно верил, что заглушки работают. Я выходил по городскому. Тельтаев в мае месяце о том, что действительно у него не все в порядке с заглушкой и с видеокамерами, он направлял бумагу, информацию. Опять-таки моя вина в том, что рассмотрели только до заместителя, дошли и все. Узбекский химический завод «Амофос Максам», расположенный в Алмалыке, недалеко от Ташкента, вот уже в течение 3 месяцев не может выплатить зарплаты более чем 3000 сотрудников. Долг по зарплате превышает $500 000. По информации Азадлик, на государственном заводе месяцами наблюдаются систематические задержки при выплате заработной платы, но руководство не предпринимает никаких мер для решения проблемы. Администрация признает наличие проблем и связывает их с приостановлением экспорта Амофоса из-за падения цен. Аналогичная проблема весной была решена за счет полученного кредита, однако кредит закончился, а новый долг уже превышает $500 000. Кроме того, усугубляет финансовую проблему и экологическая авария, произошедшая в прошлом году. Тогда утечка серной кислоты уничтожила землю на площади более гектара. Часть химических веществ через сточные воды попали в местный канал, что привело к резкому увеличению числа тяжелых металлов в водах. Еще в прошлом году сообщалось, что общий долг акционерной компании «Узкимесанаат», куда входят крупнейшие химические предприятия Узбекистана, превышает $500 миллионов. Что происходит с промышленностью республики и ее экономикой? Почему кризис гораздо сильнее ударил по Узбекистану, чем по его соседям? Мнение эксперта. С вами была новостная служба Центральноазиатского региона. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До следующей встречи.